Добрый день, с вами программа «Акцент», и тема нашего сегодняшнего разговора – это создание региональных сетей профессиональных отрядов служб спасения. Об этом мы поговорим с нашим гостем, начальником службы спасения Якутии Николаем Находкиным. Николай Александрович Находкин, начальник государственного учреждения «Служба спасения Республики Саха-Якутия». В 1988 году защитил кандидатскую диссертацию по специальности экология. Автор ряда книг по экологии и современным технологиям. Имеет более 50 научных публикаций. Николай Александрович, добрый день. Здравствуйте. Задам вам первый вопрос. В каких именно районах будут созданы эти местные службы спасения? Какая будет комплектация? Какие кадры вы будете набирать? Какие требования, возможно, к специалистам? И такой еще вопрос, сразу его задам. Если вообще подобное создание региональных сетей необходимо, почему этого не было сделано ранее? Давайте я начну, наверное, с того, что напомню, у нас в республике очень огромная территория. 3 миллиона 100 тысяч квадратных километров. И в Якутии в службе спасения работает около 100 спасателей. То есть на одного профессионального спасателя приходится территория более 30 тысяч квадратных километров. И какой бы ни был подготовленный человек или экипированный, очень сложно добраться быстро до отдаленных участков нашей республики. У нас основной отряд располагается в Якутске, есть в Нерюнгри, есть в Томмоте Алданского района. В прошлом году открыли в Среднеколымске. И открытие наших отрядов – это вопрос еще не решенный. Это наша мечта, чтобы безопасность людей в любом даже удаленном участке территории нашей республики была бы прикрытой. Не секрет, что по статистике 80% людей после чрезвычайного происшествия погибает в первые сутки. Поэтому очень важно быть в шаговой доступности. То есть время реагирования, оно довольно важно, да? Да, очень важно, потому что мы здесь очень зависим от погоды. И вы знаете, самолет до Черского, к примеру, летит 6 часов. Это 6 часов времени надо лететь, и причем это зависит от погоды. Если не будет погоды, то можно зависнуть там на несколько дней. То есть у людей не будет шансы своевременной, шансы значительно будут уменьшаться. Так в каких районах вы хотите создать такие региональные сети? Мы предлагаем создать, во-первых, в Вилюйской группе районов. Очень хорошо нам идет навстречу глава Верхневилюйского района. Он выделяет там и материальную основу, там, гараж и помещение для того, чтобы можно было содержать спасателей. Базу спасателей. Потому что очень важно, чтобы главы муниципальных образований, они вообще по федеральному закону, 131-му, должны отвечать за безопасность населения и территории. Они должны быть в первую очередь заинтересованы. Да, и естественно, кроме заинтересованности местных глав администрации, нужно, чтобы была транспортная составляющая, то есть авиапорт, базирование вертолетов. И не обязательно в каждом районе делать такой отряд, но на стыке районов, к примеру, Колымский, он прикрывает всю Колыму, нижнюю и верхнюю. Хотелось бы паяние иметь. В Батагае у нас ежегодно бывают вызовы. Там же тайга, горы, люди теряются и на лодках. Устьяне работают уже почти все лето. Да, кстати, если говорить о бюджете, создание таких региональных сетей во сколько обойдется? Мы условно считали где-то 16 миллионов, 18.
А вы уже обращались вот со своим проектом, вот с вашей мечтой, возможно? Ну, в принципе, да, если мы работали с Госкомитетом по обеспечению безопасности жизнедеятельности, они разделяют наши тревоги. Вот тот же Вилюйский район, например, у нас, там же больше 100 тысяч населения живет, во всех этих районах вдоль Вилюя. И часто получается, пропажа людей, ЧС разные. И у нас до этого происходило так, работает группа там, приезжает, вот 600 километров по дороге приехала, и вызов в новый район. Садятся в машину, другая группа едет туда же. В лучшем случае она доезжает туда через полсуток. Если бы группа оперативного реагирования была бы там поближе, конечно, эти бы вопросы решались бы намного быстрее, оперативнее, сохранили бы жизнь людей. А сколько людей, по-вашему, должны работать в таких определенных частях? У нас есть опыт в Нерюнге и в Томмоте, там по 5 человек работает. Но это нужно для того, чтобы моментально выехать. Там команда через несколько минут уже выезжает и уже начинает предварительная работа. А из Якутска могли бы эшелонированно, уже надо, если людей побольше. Привлечь, да? Да, у нас же здесь работают спасатели, которые умеют обращаться со сложной техникой. Это беспилотные летательные аппараты, там подводные роботы, водолазные группы, даже кинологи. Это в каждом же поселке их не можешь содержать. А если у первой группы не получается, или они нашли людей, они там сутки продержатся, в это время подъедут основные силы, и жизнь человека будет спасена. А с какими трудностями вы сталкиваетесь по поводу именно поисков людей? Ваши сотрудники, которые постоянно находятся, как сказать, на 5-минутной готовности, да, и выезжают в дальние районы, какие у них сложности есть? Раз на раз не приходится, случаи очень разные. И сложность в том, чтобы когда обрывок информации, который очень сложно там проверить, перепроверить, принять правильные действия. Иногда бытует такое ошибочное мнение, особенно в районах, допустим, вызвал вертолет, там кого-то спасать. Им дали вертолет, полетели там и спасли. Так тоже не бывает, да. Во-первых, люди, которые... я могу примеры привести. Сколько, года-два назад в Тихси люди пропали. Ехали на снегоходе из Тихси до Кюсюра. Там по прямой около 130 километров. 4 человека поехали на снегоходе и потерялись. Их искали несколько дней, не нашли, потом администрация просила вертолет. Летали они несколько раз с вертолетом и не нашли. Я направил своих спасателей. И они что делают первым делом? Изучают обстановку, как следователи. Малейшие эти нюансы. Снегоходом они поехали и должны были на полпути заправиться. Первый вопрос. Они не заправились. Значит, не заправились, там снегоход, у него топлива хватит максимум на 70 километров. То есть вертолетом не надо летать от Тихси до Кюсюра. То есть в районе 70 километров. Потом горные отсекли часть, отсекли морскую часть. То есть сужает район поиска. Потом уже там шел 9-й или 10-й день, как люди пропали, без еды, без ничего, в снежной тундре. А там в тундре всегда ветер дует. Даже когда, кажется, нету ветра, да, поземка все равно идет. Поэтому очень сложно находиться на ветру. Люди, тогда, к выводу приходят, что они должны закопаться. Если они закопались, вертолет пролетит над ними, пока
ослабленный человек выйдет, он только хвост вертолета увидит. То есть надо летать уже галсами. И вот так, отсекая территорию, вылетели, нашли, люди живые, оказывается, продержались. Чем они питались все это время, интересно? У них было 2 плитки шоколада и кофе, 2 банки, по-моему, было. И, ну, так как они северные люди, вот, продержались. Да, выносливые и, ну, как-то, ну, продержались. У нас поэтому мы стараемся искать до конца, когда все как бы теоретические такие шансы кончились, мы все равно пока не найдем или летальный исход, или такой. Поэтому этим отличается вообще и поисковая работа в Якутии, и вообще поведение жителей. Вы помните, вот при подобном случае вот приезжали люди вот, в Нерюнгере. Наши спасатели из 4 нашли 2. Угу. Они оказались людоедами. Съели это. Помню этот случай. Но Курочки. это были приезжие из Самарской области. То есть, ну, поведение людей бывает очень разное, но каким должно быть да. поведение? Вот такой совет. Если вообще сейчас такой сезон, пойдут грибники, ягодники, а после пойдут уже охотники, рыболовы, да? Какой совет вы можете дать, если вообще человек собирается вот выйти из дома и пойти в лес, ну или там на речку? Ну, вообще, мне хотелось бы, чтобы в республике больше выделяли времени профилактики. МЧС есть девиз там, предупреждение, спасение, помощь. Да? Спасать мы научились, а вот предупреждать не выделяется ни денег, ни... Это дело такое не героическое, да, и не на слуху, и поэтому мало времени уделяется. На самом деле может спасти очень много жизней. Профилактика именно, да? Профилактика, да. Вот, например, вот сейчас грибной там сезон, да, ягоды пошли. Я бы, ну, в первую очередь указал бы, чтобы не одевали камуфляж. Даже дети там идут за грибами, гриб-то не спрячется от них. Но если что, там находить такого человека очень сложно. И То вообще, есть яркая одежда. Да, яркая одежда. И говорить, куда едут. Оставлять координаты. Да, хотя бы близким людям. А то, например, звонит женщина, говорит, вот потерялся муж на охоте. Говорит, я его спрашиваем, куда уехал. Ну, говорит, или в Покровск, или в Намце. Быстро найдите. А это теряется время, пока мы найдем его друзей, там, через друзей, куда он обычно ездит и так далее. Но такие элементарные вещи, это самое сложное выполнять. Возвращаясь к нашей теме разговора, создание служб спасения на местах, она улучшит статистику, которая есть сейчас? Насколько быстро, возможно, это повлияет? Я думаю, это значительно улучшит, потому что дело не столько там в совершении там подвига, там кого-то спасти. Это вот круглогодичная работа по профилактике. Будут встречаться там со школьниками, с организациями, учат вот первую помощь, как оказать. Вот в этом году было несколько случаев, когда молодые люди утонули, когда спасали других. Да, было такое. Сила есть, там мастера спорта, там, но в организациях их не научили, как спасать людей. Обратный пример приведу. Вот в прошлом году 7-классники из Сунтар, они спасли девочку, которая утонула, уже сидела на дне водоема. Они мало того, что вытащили, еще сумели оказать первую помощь грамотно, и человек остался живой. Поэтому у нас климат очень экстремальный. Любой из нас может попасть в такую ситуацию. Даже ехать из поселка в поселок, там, хорошая вроде дорога, иномарка, там, поехали в туфлях, иномарка застряла или сломалась. Все, может человек без ног остаться или погибнуть. А
положить там запасные валенки в багажник или ну, какие-то элементарные вещи такие сделать, то ну, просто людям надо быть готовым. Спасатели не всегда они будут рядом. Спасибо, Николай Александрович, что пришли к нам сегодня в студию. Мы будем надеяться, что правительство республики услышит ваши пожелания и примет к сведению, не отложит данный проект в долгий ящик. С вами была программа «Акцент». Берегите себя.